Мы продолжаем наш эфир. День Героев Отечества в России. Это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно, 9 декабря. Стоит отметить, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Сегодня, в День Героев Отечества, 9 декабря, в России чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. И в связи с этим мы рады представить наших утренних гостей. Итак, в нашей студии Иван Александрович Заровный, майор полиции, сотрудник ОМОН Управления Росгвардии, и Антон Альбертович Стоянов, капитан полиции, сотрудник ОМОН Управления Росгвардии. Доброе утро. Доброе утро. Ну, скажите, пожалуйста, все-таки кого мы можем сейчас назвать героями? Ну, понимаете, такое слово «герой», да, я считаю, что все-таки каждый, думаю, сотрудник, да, каждый человек, который выполняет достойно свою работу, да, по охране общественного порядка, по сохранности здоровья граждан, он, я думаю, может считать себя героем. Главное, достойно выполнять свою работу, знать, что эта работа нужна людям, действительно, она важна, люди знают, что можно на кого-то опереться, что есть действительно такие люди, за которых можно спрятаться, как говорится, да, и я считаю, что каждый человек может считать себя героем. Главное, достойно выполнять свою работу. Ну и правильно. Скажите, пожалуйста, можете рассказать о каких-то героях нашей республики? Ну да, конечно, естественно, в этот день нельзя не вспомнить нашего командира, героя России Сан Саныча Рыжикова. Да. Я думаю, все горожане прекрасно знают, что у нас и сквер имени Сан Саныча Рыжикова есть, да, он находится по улице Губина. И, соответственно, 9 числа по традиции будет праздничное возложение. Мы все время вспоминаем в этот день наших героев. Также можно вспомнить нашего бойца Стаса Голомарева, который был моим другом, да, именем его названа школа в Мирном, есть памятные... 26-я школа. 26-я школа названа, да, то есть в этот день мы всегда вспоминаем наших действительно настоящих героев, которые с честью, с достоинством защищали нашу Родину, прошли очень большой путь. Ну, как в республике отмечают этот день и какие мероприятия проходят, вот помимо возложения, да, цветов? Ну, Ну, у нас вообще уроки мужества проходят, какое-то патриотическое воспитание, как бы, и когда дети приходят к нам, мы рассказываем про Сан Саныча, ну, и не только про него, чтобы дети знали своих героев. Выставка вооружений проводится также у нас на базе, что приходят дети с разных школ, приезжают, показываем, чем занимаемся, какая наша работа проводится, то есть экипировку нашу показываем, все, чтобы дети, как бы, ну, патриотическое воспитание, чтобы они уже... Очень многие, кстати, после таких экскурсий, да, по нашей базе, там смотрят, и люди спрашивают, ну, дети спрашивают, а как вам можно попасть? Ну, объяснение это простое, что, ребята, отслужите в армию, и потом уже целенаправленно, пожалуйста. Можете поступать к нам Да, в инструкцию, конечно, да? конечно. А вот эта выставка, она работает постоянно или все-таки в определенный день, вот 9 декабря или как? Нет, это в течение года очень часто эти выставки проводят. То есть директора школ выходят на наше руководство, договариваются, и, пожалуйста, там, может быть, и в любой момент, не обязательно как бы 9 числа. Ну, очень много выставок. За этот год, я не помню, но в 5 или 6 выставок точно было проведено, если даже не больше. Ну, своего рода экскурсия такая, Да, как экскурсия, показательная? все. Детям очень интересно, то есть и в плане воспитательной работы, патриотической, тоже очень действенная работа проводится. А скажите, пожалуйста, вот со школьниками, со студентами вообще проводятся какие-то полевые выезды, показательные? Да, проводится. К нам также вот с Мирного приезжают ребята, и с нами они ходят на полевой выход. То есть они неделю с нами живут также в палатке, с нами кушают, с нами занимаются, тренируются, все точно так же, как мы. То есть они уже готовят себя к дальнейшему. Уже сознательно школьники Да, да. идут, участвуют вот, в учении, грубо говоря, да? Как интересно. Антон Альбертович, расскажите, пожалуйста, как вы вот выбрали вот именно вот эту стезю, вот это, даже не могу назвать это профессией, это, скорее всего, призвание Да, какое-то? что вас подвигло, да, уйти в эту сферу? С детства, наверное, как-то я еще
в детстве на улице увидел сотрудников ОМОНа, и как-то мне душа легла, и Горло так горло сложилось, зазвучало, да, да? и- да, так сложилось, что Зацепило сердце. оказался. А может быть, есть какой-то случай, который вы всегда помните, который ну, оставил какой-то след так или иначе? Может быть, поделитесь с нами воспоминаниями? Я не знаю, как бы нельзя определить такие случаи. Ну, каждая командировка у нас, выезд на Северный Кавказ, да, насколько вы знаете, это каждая командировка столько много случаев, что сейчас особый случай так и не вспомнишь навскидку. Это уже как-то стало такой работой, что уже не обращаешь внимания особого так, чтобы что-то запомнить отдельное. Как-то для нас это стало будничной работой. Мгм. Как-то так. А скажите, пожалуйста, вот я вижу, у Антона Альбертовича на груди висит орден мужества, да? Правильно? А за что он был выдан вам? Можно поделиться с нашими зрителями? Да. Похвастаться? Ну, хвастаться Выполнял это, служебный конечно, долг. неправильно, да, но нам все-таки интересно, я думаю, Да. телезрители тоже ждут. Тяжелая командировка была. Тяжелые. Да. Ну, трудно об этом, наверное, разговаривать. Тем не менее. Что ж, уважаемые гости, огромное вам спасибо, что приняли участие в нашей программе. Мы вас поздравляем с Днем Героев, конечно же, с предстоящим, да, и желаем вам успехов, конечно же, в работе и как можно больше только положительных эмоций. Хорошего настроения вам сегодня. Спасибо вам большое. Вам тоже Спасибо. удачи. Ну а у нас